Потом опять засуетились люди, зашумели, заволновались. Что же с ним будем делать? Одни говорят, надо его сжечь. Это, мол, не к добру, а к беде, неминучей. Другие говорят, пусть живет, каждое живое существо Богом дано. Такому маленькому много еды не надо, все деревни будем растить. По неделе каждый будем держать. А хозяйка, которая первая обнаружила шундыра, говорит, нет, никому не отдам мальчонку, сама его буду растить. Может, еще какое счастье мне с ним привалит или богатство. Взяла шундыра и завела в дом. Богатство и принес шундыр. Всем хочется посмотреть на диво дивное. А ведь просто так. Без задели не зайдешь в чужой дом. Вот и несут хозяйки, кто свиной жир, кто мясо кусок, кто рыбу, кто кашу с растопленным маслом, кто шерсть овечью, кто шерстяных ниток клубок. Если с едой какой зайдешь или что-то полезное в дом принесешь, хозяйка сразу добрее станет, не выгонит с порога. Шундыр хорошо живет, крепким и сильным становится изо дня в день. Но над ним в ответ смеются, на свинью показывают, вот, мол, твоя мамаша, а отца давно уж нет, мясо закололи. В родной деревне отец с матерью у шундыра печалится, каждый день плачут. Вот дал нам Бог ребеночка и обратно взял. Долго ли, коротко ли, но однажды и до них весть дошла. В соседней деревне свинья человека родила. Старику со старухой тоже захотелось посмотреть на такое диво. Оделись, принарядились, гостинцы для хозяйки взяли и отправились в соседнюю деревню. Сидел на подоконнике шундыр, завидел их и говорит, «О, мой отец и маманька идут». Над ним опять смеются, потешаются. «Да, — говорят, — как же, сейчас свинья с Боровым в дом зайдут». Зашли старик со старухой, шундыр к ним кинулся. «Здравствуй, отец, здравствуй, маманька». А те только руками от неожиданности всплеснули. «Шундыр, 100 раз золотой сынок, единственный, ты здесь?» Обнялись, поцеловались, домой собрались. А хозяйка не пускает. Это, говорит, моя свинья родила, 12-й ее поросенок. У вас, говорит, никогда никого не было, ни дочери, ни сына. Не отдам и все, ступайте, откуда пришли. Пришлось старикам, несолоно хлебавши, с пустыми руками домой возвращаться, да с поклоном к Малане обратиться попросить. «Сходи, Маланья, в соседнюю деревню, ты ведь повитуха, скажи, что шундыр наш сын». Сходила Маланья, рассказала, что родила старуха сыночка, но не растет сыночек, поэтому и не рассказывали людям. Затем и шундыр рассказал, как он к свинье попал. Поверила хозяйка повитухе и делать нечего, отдала шундыра. Пришлось, конечно, старикам хозяйке мешок муки отвезти. Как долго, мол, я его кормила, хозяйка сказала. Хотя за счет шундыра сама и жила, и еще всю семью содержала, ведь вкусную снеть все жители деревни приносили. Да ведь не будешь считаться с тратами, когда такое счастье старикам привалило, снова сыночек нашелся. Запахнул старик на своей груди шундыра и домой отправились. Опять счастливо стали жить втроем. Шундыр все крепче становится, ума набирается изо дня в день, а все маленький. Долго так жили, но пришло время, и старик сильно постарел. Уж не мог он охотиться и рыбачить. Опечалились старик со старухой, а Шундыр маленький, охотиться, рыбу из реки добывать не может. Шундыр, как узнал про печаль отца матери, так и стал проситься: «Своди, отец, меня на рыбалку». «Нет, — говорит отец, — ты ведь такой маленький, в воду упадешь и утонешь, не возьму я тебя на рыбалку». Прошло денька два, опять просится Шундыр: «Отец, возьми меня на рыбалку». Мать услыхала, ястребом на мужа кинулась. «Не посмеешь ты взять малыша, шлепнется в воду, не успеешь его схватить».